Сегодня в Крыму проходит сразу два судебных процесса. Утром прошло заседание по делу Ахтема Чаигоза. Зампреда Меджлиса обвиняют в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года, когда тысячи крымских татар и проукраинских активистов не допустили проведения сессии Верховной Рады Крыма и принятия так называемых сепаратистских законов. Российский суд рассматривает этот митинг как массовые беспорядки. Организатором их объявлен Ахтем Чаигоз. В 2015 году Чаигоза арестовали. С тех пор он находится в Симферопольском СИЗО. Сегодня в качестве свидетеля защиты выступил участник событий 26 февраля, который рассказал о том, как проходил митинг на самом деле. Мы требовали, вернее, чтобы Крым оставался в составе Украины. И чтобы на Верховном Совете не было принято то, что требует русский блок о воссоединении с Россией. Вот с такой целью тогда мы вышли на митинг. И я считаю, что в то время здесь действовали законы Украины, и мы выходили на законном основании. Еще одно судебное заседание по делу Ильми Умерова, зампреда Меджлиса крымско-татарского народа, обвиняют в публичных призывах к сепаратизму за интервью крымско-татарскому телеканалу АТР. В интервью он не согласился с аннексией и поддержал санкции, с помощью которых, по мнению Ильми Умерова, возможно принудить Россию вернуть Крым Украине. На сегодняшнем заседании планировалось допросить переводчика, который перевел интервью Ильми Умерова, как утверждает сторона защиты, с ошибками. На основании этих ошибок была составлена экспертиза, по которой Умерова обвиняют в сепаратизме. То, что подверглось экспертному анализу, исследованию, является не словами Ильми Умерова, а это является переводом с крымско-татарского языка. И по существу мы имеем дело с творческим, оригинальным текстом переводчика. Однако сегодня прокурор решил зачитывать материалы дела, и все сегодняшнее заседание было посвящено именно этому. Антон Наумлюк, Крым.